На самом деле вот было правильно подчеркнуто то, что диалог должен быть, и, к сожалению, нет даже нормального диалога внутри Гагаузии, не то, что там Гагаузия и Кишинев. Что касается Народного собрания Гагаузии, к большому сожалению, Народное собрание создало кризисную ситуацию. Ликвидировали ЦИК не представители парламента, а представители Народного собрания. Что касается реформирования избирательного законодательства Гагаузии, реформировали наши депутаты. В год выборов вносили более 100 изменений. И самое главное, что касается соблюдения всех этих положений, не соблюдают наши депутаты. Сами. Наши депутаты. То есть приняли закон и его же не соблюдают. Они же не соблюдают. Они же вносили изменения в уложение Гагаузии по поводу вакансии должности Башкана Гагаузии. И по поводу даты проведения выборов. И по поводу даты проведения выборов установили конкретные нормы. И сами же не хотят соблюдать. Это говорит о том, что я, если честно, крайне не хочу это озвучивать. Это говорит о том, что все-таки представители Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, не исключено, что, может быть, не в этом году, но на следующий год апробируют избирательное законодательство Республики Молдова в части организации региональных выборов. И даже если наши депутаты Народного собрания будут ходить по судам, суды будут брать во внимание республиканское законодательство, а не законодательство от Гагаузии.